В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Город воинской славы. Мы хотим сделать наш Грозный одним из самых лучших и благоприятных для жизни страны. Рамзан Кадыров принял участие в подведении итогов международного конкурса по мастер-плану Грозного. Поделимся, для чего он нужен и каких изменений ждать в нашей столице. Праздник тех, кто двигает мир вперед. Глава республики принял участие в торжественном мероприятии ко Дню чеченской молодежи. Расскажем о роли молодых в жизни региона. Лучший город на свете. Выставка очень интересная. Здесь представлены все. И местные рукоделия, местные промыслы. В центре столицы проходят большие празднества. Выставка картин и предметов быта, мастер-классы и национальный танец. Самое главное и интересное в объективе наших камер. Мы по праву гордимся нашей молодежью, поскольку именно она является двигателем позитивных преобразований в республике, отметил Рамзан Кадыров на торжественном мероприятии, посвященном Дню чеченской молодежи. Политик также вручил паспорта, удостоверяющих личность юным гражданам России, которые впервые их получают. Это важное событие в жизни подростков. Данный факт знаменует новый этап взросления и самостоятельности. Состоялось также вручение высоких наград, отличившимся молодым людям в разных сферах жизнедеятельности. Какую оценку глава региона дал работе профильного ведомства Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике, расскажет Амина Тупилагова. 5 октября – очень богатое событиями дата в регионе. На протяжении 17 лет каждый год в этот день наряду с другими праздниками отмечается и День молодежи Чеченской Республики. Мероприятие почтил своим визитом и самый желанный гость – руководитель субъекта Рамзан Кадыров. Правительство без побола, администрация, район, муниципальное образование без побола. Милхуа направление, хаяк, что дочь, аж поддержки, сам мероприятие. تنو تقدقي دو لقى بركة الوقت دو ونداشي شو دونا دحر دونا وي كميتيات بديلام ملوديوج كل شينا دحر كوين كمان دوش في شينا دايم أول دونا طبعا أحمد عج دحر بريزيدنت خارجة انتشر حتى دون انت اولش تاشو دوخ عنده سيطايا لقيت دون دحر كوين كمان اشت مراد زور بيكش باكن شينا دون وأريد أن حيل بلقش دون هو تمي دون كوين كمان قوة ببوش دون ويلرداس هينس دون صار بولين برشون يا بول دون رشيدن دون مصورنا بروبليني رزوا سادش دعوتنا دعتي عبيركتي ويل دعتي ألدويل شو دون دعتي ألدويل وهذا الباخر خوي تاعن دون دقود برازك شو دين جورد دين وشيتر در دون دزدي شلون لقى عمد عجز دون حاجة انتشقات كدو دون دين уголовный розыск كدو دون دون برازك شو دون مصر دون هو بين مصر دي دو مصر دين سندي ألدو شو دون دالا из этого дала После выступления Рамзана Кадырова попросили задержаться на сцене и в рамках реализации всероссийского проекта «Мы, граждане России», осуществляемого общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», вручить паспорта юным гражданам страны, получающим его впервые. Для меня это было большой честью взять свой первый паспорт от руки главы Чеченской Республики Рамзана Ахмада Кадырова. Я очень рад сегодняшнему событию. Тут же указом главы региона почетное звание заслуженного работника в сфере молодежной политики было присвоено председателю Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмату Кадырову. За активную деятельность в сфере реализации государственной молодежной политики в связи с празднованием Дня молодежи Чеченской Республики присваивается почетное звание «Заслуженный работник в сфере молодежной политики Чеченской Республики».
Кадырову Ахмату Рамзановичу. Далее из рук Рамзана Кадырова свои награды получили отличившиеся в текущем году молодые люди. Очень рада получить почетную грамоту от главы Чеченской Республики. Хочу сказать огромное спасибо за то, что дали такой стимул для продолжения дальнейшей работы. Будем стараться еще лучше работать и трудиться во благо региона. Завершая свое выступление, глава региона высоко оценил работу Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике. Министерство огромный труд работает, Провожали национального лидера овациями и поздравлениями по случаю его дня рождения. Министерство проводит колоссальную работу, большое значение в которой имеет помощь регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, благодаря которому удается реализовывать амбиции молодежи как в спорте, так и в творчестве. Ребята из Чеченской Республики забирают призовые места и выигрывают в престижных конкурсах федерального значения. Замечательный праздник День молодежи Чеченской Республики был учрежден еще в 2006 году. Подрастающее поколение всегда находит поддержку в лице руководителя субъекта, ведь именно от них зависит как сохранение культурных ценностей народа, так и его развитие. Амина Тупилагова, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 120 российских и зарубежных компаний из 57 стран мира зарегистрировались на международный конкурс по разработке мастер-плана Грозного. Состав жюри под председательством Рамзана Кадырова впечатляет не меньше. 20 экспертов в области городского планирования, развития и цифровизации из Великобритании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других развитых стран мира. Глава республики на рабочей встрече с генеральным директором организации Дом РФ Виталий Мутко в торжественной обстановке объявил победителя данного конкурса. Главная же задача – Грозный должен быть самым лучшим городом для жизни. Об этом заявил руководитель субъекта. Как совместить традиции и современность в архитектуре и насколько мастер-план – амбициозная цель, расскажет Мадина Кураева. Чеченская столица преображается год от года прямо на глазах. Строятся новые объекты, дороги и зоны отдыха. Причем все это отвечает самым современным стандартам. На этом развитие Грозного не намерено остановиться. Его облик на ближайшие 10, 20 и даже 30 лет разработала команда урбанистов, архитекторов и представителей других смежных профессий из различных стран мира. Генерального директора акционерного общества «Дом Российской Федерации» Виталия Мутко в столичном аэропорту встретили официальные лица региона. В рабочей программе гостя участие в подведении итогов международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. На торжественном мероприятии присутствовал глава региона Рамзан Кадыров. Он же является председателем компетентного жюри конкурса. В своей речи руководитель субъекта поблагодарил всех участников и экспертов за организацию и проделанную работу. Подчеркнул, что Грозный будет самым лучшим городом. Дорогие друзья, уважаемые Виталий Леонтьевич, приветствую вас на церемонии подведения итогов открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. Мы хотим сделать наш Грозный одним из самых лучших и благоприятных для жизни страны. Поэтому так важно наличие подобного мастер-плана на развитие города с учетом работы роста населения на годы вперед. Благодарю за организацию этого конкурса Виталия Леонтьевича Мутко, мэра Грозного и всех наших партнеров, которые принимали участие в этой работе, участников конкурса и наших экспертов из 24 стран мира. Поздравляю победителей конкурса, желаю вам новых успехов в работе и всего самого наилучшего. Еще раз спасибо большое, Виталий Ильич. Мы давно знаем друг друга, давно работаем вместе. И вы всегда помогали, были моменты, что у нас были разные мнения, были моменты, что мы вместе делали добрые дела, развитие спорта. Я думаю, что мы вместе дальше будем сотрудничать, взаимодействовать. Еще раз спасибо, что нашли время приехать в республику, что занимаетесь с нами, поддерживаете нас. Всем спасибо за участие для развития города Грозного. Удачи всем!
Виталий Мутко отметил, что инициативу Рамзана Кадырова о проведении конкурса по разработке мастер-плана была поддержана правительством страны. Здесь же он поздравил присутствующих с праздниками и оценил колоссальную работу руководства региона. Спасибо большое. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, члены международного жюри. Я прежде всего хотел бы поблагодарить за гостеприимный прием и, пользуясь случаем, поздравить город с сегодняшним днем рождения. Грозный развивается последние годы очень динамично, стал такой уже визитной карточкой Кавказа, и мы видим, какой поток туристов начинает сюда. Но самое главное, он стал удобен для жизни молодежи, студентов, старшего поколения. Это, конечно, очень радует, и я хотел бы пожелать городу дальнейшего процветания. Конечно, пользуясь случаем, не могу не поздравить Рамзан Ахматович с вас с днем рождения. Пожелать вам здоровья, реализовывать все те амбициозные планы, которые вы наметили. Потому что мы видим за последние годы, как меняется республика, как меняется ее вклад в развитие страны, как вообще город меняется. Поэтому вам всяческих творческих успехов и, конечно, реализации всех тех масштабнейших планов. Что касается сегодняшнего большого события, я хотел бы выразить огромное удовлетворение, что вообще мы завершаем такой большой этап, конкурс. Я еще раз хотел отметить вот эту мудрость, которая была проявлена. Мы вот сейчас в ролик смотрели, можно уже ничего не делать, многое сделано, развивается город. Провести международный конкурс на разработку мастер-плана, это, конечно, была очень такая прозорливая и мудрая идея. Ее поддержало правительство, и, естественно, инициатива была руководителя республики. Конкурс стартовал весной этого года. Агентством стратегического развития «Центр» было проведено масштабное исследование, благодаря которому стал понятен географический, социально-структурный, экономический облик территорий, которые будут преобразованы. Учли мнение и самих горожан касательно того, каким они видят Грозный. Вчера состоялось итоговое заседание жюри конкурса по выбору победителя, результаты которого будут оглашены сегодня. Победитель продолжит работу над детализацией мастер-плана до конца 2023 года. Мастер-план города определит градостроительное и социально-экономические направления развития. Само решение о проведении конкурса отражает новый этап развития всей республики. Грозный, современный, динамичный город с высоким потенциалом, который будет раскрыт на комплексной основе. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что проект создания города будущего в Грозном состоялся. В финал международного конкурса вышли 3 команды. Свои проекты они представили главе региона Рамзану Кадырову и Виталию Мутко. После настал кульминационный момент встречи. Объявили победителя конкурса. Им стал консорциум под лидерством «Мастерс-план». Глава региона в интервью с журналистами рассказал о том, каким он видит Грозный в будущем, и поздравил жителей с днем его рождения. Самым удобным для жизни людей, самым безопасным и молодежным центром на Северном Кавказе. Со всеми условиями, что может быть. Больше мы делаем акцент для молодежи, для исламского центра, потому что в Северном Кавказе нет такие места, есть Дагестан и Чеченская республика, где можно проводить такие мероприятия, чтобы мог президент приехать, встречаться с арабскими лидерами. А у нас для этого все условия созданы. Виталий Леонтьевич, как вы оцениваете мастер-план победителя? Какие идеи вам больше всего понравились в нем? Вы знаете, все 3 мастер-плана, они достаточно проработаны. И самое главное, может быть, у победителя это, конечно, сохраняется идентичность города и традиции, которые здесь в республике заложены, и в архитектуре, и в образе. Разворачивается его экономика города. Мы видели, что это не просто мастер-планы, они раскрывают экономический потенциал. Там есть очень амбициозные цели даже по росту и экономике города. Но самое, наверное, главное, это то, что сейчас было сказано уже, но это, конечно, то, что еще больше город разворачивается к людям. И мне очень нравится, что очень много уделяется молодежи.
молодежи. Город делается, в общем-то, не для машин, а для молодежи. Открываются новые общественные пространства. Я просто уверен, что вот опыт огромный есть у руководства республики реализовывать масштабные проекты. Мы видим и скверы, парки сегодня, пешеходные зоны, что это будет все реализовано. Мне нравится идея образовательного центра, исламского центра. Это очень хорошая идея, и они здесь уже, в общем-то, реализуются. Поэтому хочется пожелать, чтобы этот мастер-план был доработан. Может быть, что-то из трех, из победителей, другие победители возьмут уже какие-то мысли интересные из предыдущих мастер-планов, которые из двух. Ну и, конечно, мы договорились, что будем делать все, чтобы он был реализован. Так что еще раз хочется победителей поздравить, но жителей Грозного сегодня с днем города и пожелать им удачи, чтобы город процветал. Скажите, а вы были в 2016 году в последний раз, несколько лет назад. Каким вы сегодня открыли для себя Грозный? Какие впечатления? Ну, вы знаете, тогда уже было очень многое сделано, а сейчас, конечно, впечатления очень большие от города. Ну, вот даже вот приземляешься, это ухоженные поля, видно, что они обрабатываются, люди работают, дороги, очень центр прекрасный, очень много построено жилья. Но я бы, знаете, на что обратил внимание? Стройки идут. Знаете, всегда город можно оценивать по количеству кранов. Вот ты едешь, везде начатые жилые дома. Мы сейчас обсуждали, что, говорят, как только стройка открывается, сразу люди начинают. Это очень важно. Я знаю, что в ближайшее время университет открываться будет. То есть здесь, в общем-то, ну, фантастические, конечно, проделана работа за последние годы вот, по созданию условий. Скверы, парки. Мы имели здесь два мастер-плана, ну, таких общественных пространств, которые, вот я вам могу сказать, 41 мастер-план для города наш Институт развития ДОМР сделал. И вот здесь 3 мы сделали, все 3 реализованы. И скверы, и парки. Вот все, что... Поэтому я абсолютно еще раз уверен, что тот мастер-план, который разработан, он очень скрупулезно, под жестким контролем будет реализован. Это самое главное. Рамзан Ахматович, позвольте, а с какими словами вы бы обратились к жителям Грозного в день рождения столицы, чеченской столицы? Что бы вы хотели пожелать, что сказать? Город потихоньку возвращается, былую славу забирает обратно, все награды получает обратно. Восстановили мы Грозный, развиваемся, новое строительство. И всякие детские, молодежные центры открываем, туристические маршруты. Сделано много, но для нас это мало. Еще мы будем все делать для того, чтобы расширить, развивать наш любимый Грозный. Я от души поздравляю грозненцев. Мы вместе должны делать все для того, чтобы город был самый безопасный и самый динамично развивающий. Новый проект масштабный. Команда, которая на протяжении 10 лет разрабатывает мастер-планы, изучила историю республики, ее культуру, экономику, экологию и наметила планы по развитию не только столицы, но и всего региона в будущем. Для этого у субъекта есть большой потенциал. Сейчас разработан план для Грозного и Аргуна. В дальнейшем проект расширится, сделав его еще более удобным, стильным и комфортным для проживания. Удалось включить все идеи. Участники разработали многофункциональные комплексы. Основные – это создание межвузовского кампуса с особой инженерной научно-технологической зоной, также технологий по обеспечению безопасности региона, авиатранспорта совместно со странами мусульманского мира и Международный деловой центр по взаимодействию с странами Ближнего Востока. Предложено 22 проекта, которые изменят структуру экономики, занятости населения и инфраструктуры в целом. Мы привлекли партнера компании Imhotep Development, которая занимается уже реализацией жилищных проектов и общественной инфраструктуры, потому что нам нужно было обязательно партнер, который понимает, как реализовывать такие проекты. Дальше мы пошли в Иран, мы поехали в Иран и выбрали для себя нашего партнера иранского, который, собственно, сформулировал основную большую идею нашего зеленого кольца сердца Грозное. Это, пожалуйста, вот Амир Хусейн Гаджи из Ирана. И у нас еще в консорциуме очень сильные экономисты, группа О2 Consulting, которые считали всю экономику, все финансовые модели, все бюджетные эффекты и план реализации проекта. Только с такой сильной командой можно дальше идти в такие конкурсы, участвовать.
Команда выходила за рамки технического задания и превзошла его в 3 раза, создав широкий ряд проектов. Мы разработали еще дополнительный проект, это благоустройство реки Сунжа. Мы ее хотим подарить горожанам, сделать максимально благоустроенный променад длинный. Мы уже здесь, скажем, полгода присутствуем, ездим несколько раз были и видим, что каждый раз мы приезжаем, и что-то улучшается. И это прекрасно. И самое, что мне очень нравится, насколько жители Грозного и Чеченской Республики чтут свои традиции. И мы, как из уважения к вам, также носим платки. Нам это очень нравится. И вот, как вы видите, мы разработали бренд и уже подарили жюри и членам экспертной комиссии платки, значки вот у мужчин на петлицу. Один из членов жюри Али Аль-Рауф отметил, что ключевыми критериями оценивания для экспертов были социально-экономические вопросы, план работы с инвесторами и качество площадок. В случае Грозного особенно важными являлись такие критерии, как большая часть населения Грозного. Это то, чего мы считаем как молодое поколение, и мы были очень внимательны к тому, как каждая из команд для вот такой конкретной ситуации предлагает решение, каким образом они подходят к разным аспектам вот этого вопроса. Второй момент. Для конкретно Грозного очень большую роль играет туризм, и он за собой, в данном случае именно туризм, тянет развитие других отраслей экономики. Вот на это смотрели. Третий момент – это вопросы для Грозного особенно важны образование. И каким образом образование способно генерировать благополучие и богатство для местного населения сюда. И, наверное, последний важный момент – это Грозный как врата российских мусульман и вообще России в отношениях со странами Ближнего Востока. Каким образом каждая из команд вот к этой задаче подходила. Стоит отметить, что в рамках отборочного этапа жюри рассмотрело 16 заявок. 6 из них поступили от индивидуальных участников и 10 от консорциумов с международным участием. Всего от 53 компаний из 22 городов и 10 стран. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Сателем Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Смотровая площадка «Лестница в небеса» расположена на окраине Грозного, откуда можно увидеть потрясающий вид на весь город, а полюбоваться есть чем. Главная достопримечательность – мечеть с символическим названием «Сердце Чечни» имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова по масштабу и архитектуре впечатляет. Еще один ключевой объект, вздымающийся ввысь и заявляющий громко о амбициях Грозной Сити. Есть и маленький Арбат, или, говоря по-американски, Бродвей. Главная прогулочная улица – бульвар имени Эсамбаева, где расположены рестораны и бутики. Яркий, аутентичный, сочетающий в себе традиции, берущие свое начало из глубины веков, и современные особенности архитектуры. А город, стоящий на пересечении культур Запада и Востока. Город, расположенный на обеих берегах Сунжи. Кажется, у каждого есть 1001 причина увидеть его. Заложенный как крепость в 1818 году и нося грозное имя, этот город гостеприимный и такой родной для каждого жителя. Столица пережила в своей истории много трагических моментов, но всегда возрождалась из пепла и становилась краше. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялось торжественное мероприятие к 205-летию столицы Чеченской Республики, города воинской славы Грозного. Чеченцы всегда были за мир и изъявляли желание быть в составе страны, подчеркнул в своем выступлении Рамзан Кадыров. Как водится, на дне рождения вручали награды, звезды эстрады исполняли свои хиты, а почетные гости поздравляли жителей. О нелегкой судьбе и о том, какие амбициозные цели стоят впереди, в репортаже Турпал-Али Тайсумова. Грозный празднует день основания. Столице субъекта исполнилось 205 лет. Вместе с главой республики праздничный вечер во дворце торжеств имени Дагуна Амаева посетил генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко, официальные лица и многочисленные жители, гости, а также внуки героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как известно, город был признан самым разрушенным после Великой Отечественной войны. Специалисты утверждали, что потребуется минимум 50 лет для восстановления. Но ошиблись. Уже через 5 лет после принятия Конституции в 2003 году Грозный получил статус туристического
тематической привлекательности. С приветственным словом к собравшимся обратился градоначальник Хасмагомед Кадыров. Сегодня мы отмечаем важнейшую дату в праздничном календаре Грозного. Героическому городу исполнилось 205 лет. В начале года по инициативе главы Чеченской Республики при всесторонней поддержке правительства Российской Федерации и финансовой поддержке Дома РФ был дан старт открытому международному конкурсу на разработку мастер-плана Грозного, в котором приняли участие российские специалисты и ведущие эксперты из 24 стран мира. Сегодня мы определили победителя конкурса. Это значит, что уже в 2024 году сможем приступить к реализации ключевых задач мастер-плана. Учитывая, что всего 20 лет назад Грозный был признан самым разрушенным городом на Земле, это колоссальный результат. Столица не просто восстала из руин, но и вступила в эру прогрессивного экономического и социального роста. Все эти масштабные преобразования стали возможными благодаря твердой воле и героическим поступкам первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Да примет Аллах его шахаду. Следуя его верному курсу, мы всегда будем трудиться, не жалея себя во имя процветания всей Родины. Да Аллах беркат и Ахмад сила Аллаху Акбар. За 2023 год уже введены в эксплуатацию 22 многоквартирных дома. За сравнительно небольшой срок заново отстроено и реконструировано 142 мечети, открыто более 100 школ и 118 дошкольных учреждений. За счет регионального общественного фонда для остро нуждающихся семей в текущем году приобретены 64 квартиры и построено 15 домов с полной внутренней отделкой. Рамзан Кадыров отметил, что 20 лет назад народ сделал правильный выбор, результат которого процветающий регион и счастливые жители. Сегодня мы отмечаем День нашей столицы. Я хочу начать свое выступление. Вот 20 лет назад, 5 октября, если бы народ не выбрал нашего первого президента, то сегодняшней ситуации республики не было бы. Ахмат Хаджи, как мы видели на ролике, Ахмат Хаджи жестко поставил задачу восстановить город Грозный, а не перенести в Гудермес или другие места. Разные люди ходили, разные мнения были, предложения. А он сказал, мы восстанавливаем Грозный, восстанавливаем республику. Это наша столица. И сегодня все его решения, которые он принимал в то время, мы с каждым днем сами сегодня убеждаем, что это были правильные решения. А раньше думали мы, когда не понимали, что это, как возможно все это. Ну, с помощью Всевышнего, благодаря чистым намерениям Ахмата Хаджи, сегодня мы живем в прекрасном, самом безопасном городе. Люди радуются, к нам приезжают гости, туристы, и мы очень рады нашим гостям. И они подчеркивают наше гостеприимство, особенно сотрудникам ГИБДД, которые принимают, провожают, помогают во всем. Сегодня мэр города Грозного делает очень большую работу. Мы строим уже новый город, новые проспекты, кварталы, новые парки открываем. И сегодняшний мастер-план, который мы выбрали во главе с Мутко, это еще один шаг, сделанный для развития нашего города. Республика возвращается на правильный путь, что было раньше. По его словам, чеченская нация всегда была надежным оплотом для страны во все времена. Искать оправдание маниакальной личности по имени Сталин как минимум несправедливо. Сегодня, благодаря курсу первого президента Чеченской Республики, восстановлена историческая справедливость. Возвращено доброе имя героического народа. Раньше нас называли террористами, экстремистами, ну, все что угодно, кроме человеческого названия. Сегодня восторжествовала справедливость, как говорил Ахмат Хаджи. Мы вернули орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Дружбы народов, орден Трудового Красного Знамени, восстановили историческую справедливость, удостоив Грозный звание города воинской славы. И это, я считаю, большое достижение и победа общей команды. И сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предатель был Сталин, и он
выселял не только чеченский народ, и еще другие разные народы. Не было тогда руководителя, который мог бы взять на себя всю ответственность за свой народ, за свою республику. Сегодня у нас есть команда, ни один человек не решает все, мы решаем все вместе, согласовывая и принимаем решения, самые ответственные решения вместе. Поэтому я очень рад, что мы сегодня вот в таком красивом зале, хорошая погода, уважаемые гости самых разных направлений, что мы вместе сегодня празднуем 205-летие нашего любимого города Грозного. И я хочу поздравить еще раз наших учителей. Сегодня День молодежи. И еще раз хочу поздравить нашего дорогого брата Алаудина Аптиароновича. Он тоже сегодня именинник. Можно побольше, можно аплодисменты. Потому что Апти сегодня за 1,5 года 2 раза приехал домой. Он днем и ночью воюет. Он сегодня герой, генерал, замкомандующий 2-го корпуса, возглавляет спецотряд Ахмад. И все видели, наверное, какую оценку дал министр обороны нашим ребятам. И хочу пожелать сегодня нашим бойцам, которые защищают Россию от сатанизма, от фашистов, от нацизма, удачи, счастья, благополучия, чтобы они вернулись с победой домой. А если не будет победы, нам такая жизнь не нужна. Пусть восторжествует справедливость. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Далее наступило время награждения отличившихся. Приятным сюрпризом для важного гостя стало вручение медали столетия Чеченской Республики. Указом президента страны медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени был награжден градоначальник Хасмагомед Кадыров. За исключительные заслуги перед субъектом орденом Кадырова были награждены первый заместитель мэра столицы Мансур Абдулаев, градоначальник Аргуна Ильяс Масаев. Абдулаев Мансур Магомед Амиевич, первый заместитель мэра города Грозного. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова был награжден начальник управления ОМВД России по городу Грозный Дени Айдамиров. Не забыли и о работниках социальной сферы. Почетным званием «Заслуженный работник социальной сферы» за безупречную работу и добросовестный труд была награждена начальник департамента по дошкольному образованию мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. Под ее руководством детские сады столицы вышли на новый уровень. Усилен контроль охраны здоровья детей, духовно-нравственного воспитания, общего дошкольного образования. Благодаря своему подходу к работе с детьми воспитатели завоевывают престижные федеральные награды. Почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы» Чеченской Республики Кадыровой Хадижат Рамзановне, начальнику департамента дошкольного образования мэрии города Грозного. По случаю праздника сотрудники разных ведомств и министерств также были отмечены почетными званиями, а также награждены медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, столетие образования региона и благодарственными письмами. Всем присутствующим это торжество подарило много незабываемых моментов. Я поздравляю с этим знаменательным днем всех жителей Чеченской Республики, наших уважаемых гостей. Город Грозный становится все краше, все гостеприимнее, все комфортнее. И именно сегодня как раз-таки был защищен мастер-план города Грозного, и я уверен, что в ближайшем будущем мы все это ощутим на себе, мы увидим, как будет развиваться столица в ближайшие годы. Яркая концертная программа украсила большой праздничный вечер. На сцене выступили сольные исполнители, а также танцевальные ансамбли. Такие мероприятия подтверждают, что Грозный – это один из самых современных, жизнерадостных и спокойных городов. Именно таким его видел герой России Ахмат Хаджи Кадыров, заветы которого полностью воплотились в жизнь. Уже во дворе Дворца торжеств члены его команды сделали памятное фото. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов и Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика.
На празднование 205-летия Грозного съехались и многочисленные гости. Делегации из различных субъектов страны и зарубежья вместе с мэром Хасмагомедом Кадыровым посетили мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики, чтобы отдать дань уважения герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Они возложили цветы к мемориалу памяти национального лидера. Город настолько порадовал меня, и я думаю, что это дело всей династии Кадыровых, их отца. Мои слова благодарности, мои цветы сегодня были искренними, потому что радуюсь за чеченский народ, радуюсь за то, как они сумели после тяжелейшей разрухи возродить всю республику в целом. На центральной площади столицы прошли большие празднества в честь 205-летия Грозного. Организованные мастер-классы, выставка ремесленных изделий и предметов быта. Столы были накрыты блюдами национальной кухни, а под зажигательные мелодии горожане и гости исполняли лезгинку. Можно было увидеть и этнографический комплекс, стилизованный в старинном стиле. О праздничной атмосфере Адам Магомедов. В Грозный съехались городоначальники с различных городов России и СНГ. В центре столицы развернулась торжественная церемония открытия Дня города. Официальный старт празднику дал мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Грозный входит в число самых динамично развивающихся городов России, занимает ведущие позиции в различных рейтингах. В нашем городе возводятся социальные, культурно-спортивные и развлекательные комплексы, благоустраиваются дворовые территории и зоны отдыха, строятся новые дороги. Далее они возложили цветы к стеле города воинской славы и направились на масштабную ярмарку. Город новый, красивый. Желаю, чтобы он становился с каждым днем все краше. Хотелось бы передать личную благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову, молодому, энергичному руководителю республики, всем жителям пожелать здоровья, процветания, благополучия. На площади собралось множество местных жителей и туристов в честь празднования Дня города. Здесь они смогли увидеть этнографический комплекс. Это 16 районов республики, которые подготовили специальные шатры, стилизованные под древний чеченский аул. Тут и дома с подсобным хозяйством, столы с национальной кухней и различные предметы старины. Рядом же прошла ярмарка «Дары осени». Республиканские производители презентовали свою продукцию. Я сегодня привез мед и пчелопродукт. Привез пыльца, перга и мед. Там есть горные меда, есть разнотравье, есть акации, есть липа, там 8 видов разности. На выставке ремесленных изделий мастера представили работы, которые знакомят посетителей с культурой народа. Что-то сделано из дерева, что-то сшито из ткани, а что-то из спичек. Местные и гости региона остались под большим впечатлением не только от празднеств, но и республики в целом. Выставка очень интересная. Здесь представлены все. И местные рукоделия, местные промыслы, различные производства, мясное, лимонады. Лимонады очень у вас вкусные. Еще не посетили тот край. Там тоже будет куча впечатлений. На площади представлен и стенд ВК. Здесь две зоны. Первая — это мужская. Тут расположены игровые платформы. Будет проходить турнир по Counter-Strike. Его участники смогут побороться за ценные призы. Дальше есть и женская зона. Здесь пройдет мастер-класс от известных блогеров-визажистов. Стенд привлек к себе большое внимание посетителей мероприятия. Каждый смог хорошо провести время и узнать для себя что-то новое. В такой солнечный день не обошлось и без мороженого. На выставке сладостей желающие могли попробовать национальные лакомства, лимонады и уличную еду. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Лейла Муртазова, Сайдали Ампукаев, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. В торгово-развлекательном центре Грозный молл открылся первый в республике ресторан международной сети корейского стритфуда «Чико».
Проект представили учредителю компании по поддержке бизнеса «Ирс Групп» Табарик Кадырова и директору фонда шейха Заида Анвару Усманову. Кроме популярных азиатских блюд, в заведении создали яркое оформление. Стоит отметить, что вся еда халяль. На Северном Кавказе только у нас в Чечне на данный момент открыт данный ресторан. Вот. У нас здесь национальные корейские блюда, стритфуд, их уличный, очень разнообразное меню. Оно каждый раз дополняется, бывают ивенты разные. То есть, как мы видим, здесь очень красиво, разные вывески, неоны, все в корейском стиле. Вместе с тем состоялось открытие магазина одежды «Элис», также при поддержке компании «Ирс Групп». «Элис» — это крупнейшая российская торговая марка. Более 250 магазинов этого бренда представлены в 4 странах. Продукция полностью соответствует всем нормам чеченского менталитета. В столичной лингвистической школе имени Дешериева состоялся телемост с городами Санкт-Петербург, Минск и Донецк. В актовом зале учреждения собрались официальные представители республики, учителя и учащиеся. Участники по видеосвязи поздравили учителей с профессиональным праздником, а телемост дал школьникам понять, что перед ними открыты все двери при поступлении. В основе основ программы нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Героя России, лежит забота о подрастающем поколении, о его духовном настроении, духовно-нравственном воспитании, о создании условий для того, чтобы они развивались, учились. Это школа. 5 октября знаменован несколькими праздничными датами. Коллектив нашей телерадиокомпании поздравляет всех жителей Чеченской Республики с 205-летием Грозного, а учителей и молодежь с профессиональными праздниками. Аллах де Алдуэл Шудала Тягаберкати Йойла. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.